Возвращаясь к теме коронавируса, жители северных районов в эти дни прививаются от коронавируса в спецпоезде. Он был запущен по поручению главы Коми. Так, первыми прививки смогли сделать люди, проживающие вблизи станции Ирайоль Сосногорского района. Бригада привила 110 человек, в том числе и работников самой железной дороги. А после свою порцию вакцины получили и жители Печорского района. Здесь состав останавливался дважды на станциях Каджиром и Кожва. Любовь Лапина о том, сколько сельчан получили защиту. Это не просто состав, спецпоезд. На борту ценный груз – вакцина от коронавирусной инфекции. Лекарства везут в те районы, в которые сейчас попасть можно только по железной дороге. Началась весна, вместе с ней и распутица. В Коми закрыты уже все ледовые переправы. Но прививочная кампания должна продолжаться. Это поезд, который идет по деревням, по отдаленным пунктам для того, чтобы вакцинировать наше население приписное. Многие люди не могут приехать, у кого-то свои дела, у кого-то по состоянию здоровья. Кто-то работает и не может приехать, потому что у него рабочее время. А выходной день он хочет потратить на себя, а не на вакцинацию. Поэтому мы к ним едем, не они к нам. Едва состав останавливается в Кожве, к нему уже стекается народ. Люди в основном старшего поколения. Почти все на вопрос «а не страшно ли?» пожимают ответ плечами. Болеть, говорят, гораздо страшнее. Уж слишком много печальных примеров рядом. А на вакцину никто не жалуется. Чтобы не заболеть и других не заразились, и другие чтобы. Как решились? Почему решились на прививку? Ну вот решилась, дети не захотели, а я вот пришла. Решились тоже прививку сделать? Да. Почему? Просто, чтобы не болеть. Не боитесь? Да нет, Не страшно? нет, не страшно. А тут всех принимаете? Да. Можно привиться. У меня возраст такой, говорит, плохой, говорят. Мне 60 лет почти. И? Ну вот, я боюсь тоже заболеть. Поэтому будете... Да. А тут всех могут, да, принять? Ну тогда пойду скажу, соседке попросила. А Елена Бенедиктовна прививку уже сделала ранним утром и спустя несколько часов чувствует себя вполне хорошо. Как себя чувствуете? Нормально. Страшно было? Почему решились? Нет, не страшно. Почему? Я каждый год от гриппа делаю, и тут с моими болячками так вот. Ничего страшного нету. Сам вагон, где делают прививку людям, разделен на 3 секции. В первой пациенты заполняют документы. Здесь же наблюдается некоторое время после сделанной вакцины. Дальше секция, где врач осматривает пациента и дает допуск. Инфекционное заболевание. Сколько дней? В последние Нет. 14? Нет. Болели ли вы ковид? Нет. Нет. Так, за последние 14 дней отмечалось ли у вас повышение температуры? Нет. Боль в горле? Нет. Нет. Потеря обоняния? Нет. Если на все вопросы отрицательный ответ, давление, сатурация и температура в норме, человек проходит в 3-ю секцию. Там уже медик делает непосредственно саму вакцину. Теперь 3 дня руку нельзя напрягать и всего сутки не мыться и чесать место укола. Все жители в качестве вакцины получают Эпивак-корону. Такой выбор сделан намеренно. Мы специально, администрация ЦРБ специально приняла такое решение, чтобы прививкой прививали эпиваком, которая двойная доза у нее, и интервал между первой и второй дозой идет от 14 дней до 21 дня. То есть, если какие-то выйдут заминки, допустим, потому что поезд идет дальше еще по деревням, то у нас будет люфт как раз от 14 дней до 21. И в то же время в весенний период люди могут заболеть. Они могут быть заняты, праздники опять же. То есть у них будет время от 14 до 21 дня. Из противопоказаний только анафилактический шок в анамнезе и химиотерапия. Последнее только потому, что не способствует развитию иммунитета. Делают вакцину лицам от 18 лет и старше, верхней планки нет. Всего на станции Кожва вакцину сделали 113 человек. Больше половины – люди старше 60 лет. В целом же за день в Печорском районе удалось привить 251 человека. После чего поезд последовал дальше на станцию Севомаскинская. Это уже территория Воркуты. Конечным пунктом станет станция Елецкая. Любовь Лапина, Инна Климова, телеканал Юрган, Печорский район.